Selam aleyküm dostlar. Sabah havesi rubrikası sizlerini elbette ki can yürekten selamlay ve sizlerini Kırım'da yaşayan meraklı insanlarla tanış etmeye elbette ki devam edeyim. Ve bugünkü misafirimiz gayet meraklı insan. Aslında Sabah havesi rubrikasının bir misafiri gayet meraklı bir insan. Bugünkü misafirimiz böyle alel husus bir misafir desem yanlış olmam. Çünkü DJ'ler bizim rubrikamızda da hiçbir vakit olmadılar. Ve tamam böyle DJ'lerinden birisi Cemil Kayaliyev. Yani onu herkes Cemat Aleyhusu ile bilir. Ve sohbetimizni endi başlamaya biz hazırmız. Hoş geldiniz sohbetimizge. Сelamun алейкум, здравствуйте. Хош келдіңіз, добро пожаловать в нашу рубрику. Начнем с нашего первого и традиционного вопроса. С чего начинается ваше утро как диджея? Вдохновляет ли оно вас? И есть ли у диджея вообще понятие утра? И во сколько оно начинается? Ну, зачастую у диджеев утро начинается с обеда, скажем так. То есть это обычно, ну, у меня в данном случае это в час-два дня. Вот, то есть когда я просыпаюсь, я сразу не могу думать о музыке, сразу ей заниматься, потому что у меня всю ночь проходила, связанная с музыкой. То есть я проснулся, занимаюсь своими делами, и уже ближе там, к вечеру, 8-9 часов, я уделяю какое-то время, чтобы отобрать музыку на вечер. Гузель, Джемиль Бей, как вообще все это начиналось? У вас есть специальное музыкальное образование? Любовь к музыке у вас, она с детства? Либо это как-то началось уже в более взрослом периоде вашей жизни? Ну, как сказать, любовь к музыке так, чтобы хотеть ею заниматься, не было с детства. То есть с детства было ли просто увлечение музыкой в плане, ну, слушать ее. То есть я слушал рэп всегда с детства, с юных лет. Вот. А как бы в эту сферу попал просто, скажем так, гулял на всех этих клубных вечеринках с ранних лет, еще даже в том возрасте, когда туда в принципе не должны были меня пускать. То есть даже это был, да, между 8 и 9 классом я начинал уже свои вот, клубные тусовки, скажем так. Путь к своей творческой деятельности. Да, он начинался с гуляний на этих мероприятиях. Вот, то есть и постепенно, как бы с года в год пришло к тому, что я хочу этим заниматься. То есть мне нравилось, что делают эти люди за пультом, непонятным мне на тот момент. Вот, и как бы пришел к тому, что надо обучиться и заниматься этим. У меня был знакомый друг, ну и сейчас есть, Юрий Гордеев, DMC Торнадо, он на тот момент назывался. Сейчас Юрий Гордеев топ-10 ведущих Крыма входит. Он на тот момент занимался диджеингом, он был резидентом ночного клуба «Троя», МС ночного клуба «Троя», ну он и на микрофоне, и диджейл. Вот, и как бы я попросил его меня обучить. Вот, вследствие этого как бы он меня обучил, у нас было там сколько-то занятий, я относительно быстро все воспринимал, ну и вот как-то так. И сколько лет назад вы начали заниматься? 5. 5 лет назад. То есть у вас в этом году юбилей? Будет, да, вот где-то в марте месяце. В марте месяце? Ну, хайр Лоусон. Слава. Джемиль Бей, мы знаем, что помимо того, что вы занимаетесь диджейством, вы также организовываете концерты. Концерты современных рэп-звезд, если я не ошибаюсь, да? Кого вы уже привезли в Крым? И эти концерты, какой у них был успех? Ну, много кого уже перевозил. Это андеграунд рэп-артисты, то есть не сильно широкий круг, наверное, слушателей их, вот, но это Каспийский груз, это Ремдига, это Кто там группа, это Тбили, Про килограмм, Та сторона, там, Хомми, ну, еще куча, которых я не помню уже, как бы, с годами сразу и не вспомнишь всех. Вот. Каким успехом пользовались их концерты? Понимают и любят ли в Крыму рэп? Любят, как бы, но тяжело всех заставить прийти на концерт, как сказать. То есть вроде как бы рекламу даешь, но сейчас у нас, я считаю, в Крыму не сильно, скажем, хорошая заработная ситуация. В плане люди
нелегко расстаются с деньгами. Вот, поэтому как бы, ну, не всем может быть комфортно прийти на концерт, да, то есть отдать денежку, чтобы прийти там на какого-то исполнителя, которого они слушают. Мы знаем, что работа диджея, деятельность диджея, она в основном ночная. Как вы планируете в будущем при создании семьи тоже связывать свою работу и связывать семью? Пытаетесь ли вы найти человека, который вас поймет в этом плане? Обязательно ли ваша вторая половинка, скажем так, вот зайдем такой более к личному, да, вопросу, обязательно ли ваша вторая половинка должна быть из этой области? Нет, тоже конечно, нет, и я даже не рассматриваю, чтобы как бы, если я буду заводить семью, если у меня будет там жена, скажем, ну, я от этого бизнеса буду, скажем, отходить, потому что, ну, это уже, как сказать, другой этап жизни, скажем так. Но вот сметался в будущем у вас будут детки. Когда у них будет выбор, когда они будут стоять перед выбором, какую профессию выбрать, и вдруг они скажут: баба, хочу быть похожим на тебя и хочу стать диджеем, что вы им скажете? Ну, на начальном этапе, как хобби. Ну, девочка, я надеюсь, мне такого точно не скажет. Ну, а пацана я просто отведу в 3 года на футбол, и он у меня будет спортсменом. Джемиль, пробовали ли вы как-то, я не знаю, миксовать это говорят, либо как, этническую музыку с современной? Не, на самом деле, что касается написания, на это нету просто времени и нету, как сказать, у нас, ну, как смысла, что ли, то есть на написание уходит достаточно долгое время, как бы, треков своих, а треки, чтобы закодировали, то, чтобы их покупали, это надо себя продюсировать, на это, ну, короче, очень много времени надо, очень много финансов, что в принципе не рентабельно. То есть вы занимаетесь продвижением своей музыки только в таком аспекте, да? Вы не пишете и не продаете ее, возможно, каким-либо исполнителям? Нет, нет. Нет. У нас в Крыму пока не понимаю. Нету, нет, не то, что даже не понимаю, нету таких диджеев, которые ну, пишут и продают свою музыку. Да, есть пару диджеев, которые пытаются писать периодически. То есть у них есть какое-то количество треков уже личных, но как бы это все не котируется где-то там даже на территории России, скажем так. То есть даже на территории Крыма. То есть о чем тут говорить? Говоря о будущем, да, вот мы уже как бы взглянули на ваше будущее в аспекте личной жизни, в аспекте карьеры. Кем вы видите себя через 10 лет? Ну, организационная тема, в которой я работаю, она неплохая, то есть мне нравится. То есть если, вот вы у меня до этого спрашивали вопрос, если у вас будет там вторая половинка, будете ли вы заниматься диджейством? Диджейством, может быть, не буду, потому что это, ну, во-первых, это малодоходное, то есть, а организация, там уже, ну, другая система заработка, и там, то есть ты влаживаешь свои деньги, привозишь артиста, организовываешь все моменты, там перелет, проживание, питание артистов, вот. Ну и, естественно, зарабатываешь деньги со входа, там какой-то определенный процент. Вот. То есть это по заработку, скажем так, интереснее, чем диджеинг. Поэтому организацию, может быть, если у меня будет вторая половинка, если у меня будет там семья, то есть я, может быть, до какого-то возраста не брошу, там, я не знаю, сколько это будет, алабеле, как говорится, то есть это будет 30 лет, или это будет 35, или это будет 40, я не знаю пока что. Но пока не планирую организацию бросать, потому что мне это и близко по духу, у меня это и получается хорошо. Мы заговорили о планах на дальнейшее, но мы знаем, что у вас есть планы на ближайшие пару дней. Что это за планы, куда вы собираетесь поехать и что вы организовываете? Ну вот 12 ноября у меня концерт в Краснодаре. В самом большом клубе Краснодара, Арена Холл. Клуб на 1500 человек рассчитан. Уже удалось продать 2000 билетов, то есть как-то будем помещаться. Вот. Концерт, опять-таки, рэп-исполнителей. Сейчас их очень котирует вся Россия, скажем, Эндшпиль и Мияги.
То есть достаточно, ну, в своем жанре они достаточно, ну, очень сильно известные. Вот. И вот в эту пятницу уже еду в Краснодар, в субботу концерт. Джамиль Бей, вы говорите о том, что в будущем вы планируете развивать свою деятельность как организатора концертов. Планируете ли вы расширять горизонт, например, не только рэп-исполнители, но и другие жанры? Или вам это не интересно? Интересно, интересно. Много чего интересно на самом деле. Очень хочется Павла Волю привезти в Крым. То есть его еще не было здесь. То есть я думаю, это было круто. Ну, куча планов на самом деле. Ведутся ли уже переговоры с ним? Нет, не ведутся. Узнавался только пока что гонорар, просто пока что площадки такой нету подходящей. Есть, но как бы в Ялте, а если Ялта, то это летом. То есть, ну, пока что все на подвешенном, то есть нет никакой конкретики, просто пока что в мыслях. Пока что как цель, которую вы хотите достичь, правильно? Ну, да, в планах, скажем. Джамиль Бей, мы желаем вам, в свою очередь, добиться всех тех успехов, и всех тех целей, которые вы перед собой ставите. Мы с удовольствием будем это освещать, мы с удовольствием будем сотрудничать с вами. И помимо этого, желаем вам всего самого наилучшего, как я уже сказала, достижения всех своих целей и самых больших целей. Ставьте перед собой самые большие цели и с успехом достигайте их. Видите, вот я уже от лица и наших зрителей, и телеканала Милет пожелала вам ряд пожеланий. Теперь ваша очередь. Пожелайте что-нибудь и вы телезрителям. Ну, я желаю телеканалу Милет продолжать развиваться так же, как вы делаете это сейчас, то есть расширять свои горизонты. Чохсага у нас. Всего самого наилучшего. Ждем Павла Волю, ждем организации этого мероприятия и всегда будем рады сотрудничать с вами. Сау. İşte dostlar, tamam böyleydi bizim güzel sohbetimiz geçti. Biz ise devam etemiz ve sizin indi hukuklu haberleriniz hazır. Ben umut edeyim. Siz bizle beraber bu güzel haberlerini içiniz. Sohbetlerimizden dinleniz, özünüz oğunuzda güzel bir maksatlar koyunuz ve bu maksatlara daima erişiniz dostlar. Biz ise devam edeyik. Nefbette Millet telekanalında tek meraklısı. Biz ile olunuz.